Россия – это территория, на которой, ну, если брать большую Россию, то есть идущую от Прибалтики, от Балтийского моря до Сахалина, вот в нынешнем ее виде, тут я хочу напомнить, что в XIX веке люди, писавшие о путешествиях по территории нынешней России, они писали: доехали до границы России, и дальше начиналась Сибирь. Ну, допустим, ссылку. Да? Россия у них кончалась там где-то вот возле Урала. Дальше шла Сибирь, как не Россия. Но будем говорить все-таки вот о единстве этой территории и немножечко дистанцируемся от привязки к нынешнему пониманию. Да, вот Россия, там, была ли она Россией, не была ли она Россией. Это единая территория. Ну, где-то вот как Гумилев говорил, Евразия. Северная Евразия. Опять-таки не в евразийском смысле, а в географическом. Просто вот от Балтики до Тихого океана. Вот эта территория, она перезагружалась населением очень много раз. Только с Ивана Грозного за последние 500 лет, я думаю, такой расовый генетический контент поменялся на территории России раза 4. 4? Ну, нет, ну то, что там поскребешь русского, найдешь татарина, это известная поговорка. Это вопрос совершенно... Вот с татарином тоже очень сложно, потому что как раз, как всегда, вот эти стереотипы и мифы, они попадают, что называется, пальцем в небо. Татарина там как раз не найдешь, потому что кто имеется в виду? Если имеется в виду Батый с его тюркским завоеванием, в основном тюркским, да, то это в основном аристократия российская, да, она уничтожена, вот, она частью смешалась с германской аристократией, но вот на протяжении 18-19 века. В 17 году эти люди либо уничтожены в ходе гражданской войны и последующей индустриализации и репрессий, либо же они бежали. А вот то, что осталось, оно никак не, так сказать, проработано батыевским влиянием, потому что батыевское завоевание, оно касалось только элитных пластов. То есть, условно так, да, то есть были, назовем так, Юсуповы, да, то есть вот... Это Юсуповы и все. Которые сбежали, да? Которые сбежали, да. А вот если брать, скажем, обычных людей, да, предки которых были крепостные, мещане, там, допустим, ну, условно говоря, ну, духовенство и так далее, то сейчас, конечно, тут доминирует уграфинский элемент. Я думаю, что он где-то составляет 70-80%. Уграфинский, вы имеете в виду, это прибалтийская связь и все, что здесь вот называется... Литовское княжество, вот эта вся история, да? Нет, зачем? Москва – это финское слово «муства», черная вода. Здесь все топонимы финские. Клязьма, ма, это, кстати говоря, это земля. Мурома, зеленая земля. Муромец, зеленый лес. Вот. И там Вологда, все вот эти вот топонимы, это все финские слова. Здесь жили вепсы, здесь жили там масса всяких племен. Пермь – это чисто финское место, пермяки – это финское племя. То есть это уграфины там и за Урал дальше к палеозиатам, все уграфины. Небольшой язычок славян, который подтянулся сюда в домонгольское время с киевскими князьями, которые, так сказать, взяли все это под политический контроль. Но в основном это все переработано, так сказать, это переработанные в вот это вот политическое русскоязычное пространство уграфинское поле, которое в значительной мере осталось. То есть идут вот эти блоки и мордва, и удмурты. Чуваши, да, и так далее. Чуваши, да, это уграфины по крови, тюрки по языку. Вот. Но дальше что получается? Дальше получается, что их закрепощает вот этот аристократический слой, который состоит
с одной стороны, из европейцев, пришедших при Романовых, да даже при Иване Грозном стали приходить литовцы, поляки, которые, ну, опричнены на 90% это европейцы. Вот. С другой стороны, это вот татарские роды, которые переходили и становились здесь князьями, так сказать, большими именитыми людьми, Аксаковы, Киреевские и так далее. То есть это вот латифундия, это поместье. Понятно совершенно, что на этом стыке, как нам известно, в этих реальных российских условиях, происходило смешение, кинетическое смешение. То есть дворовые девушки, которые были объектом вожделения своих помещиков, вот, рождающиеся от них незаконные дети становились, опять же, мальчиками-казачками, прислугой при тех же самых помещиках. Потом грянуло освобождение крестьян, и огромная масса приживальщиков, так называемые белые крепостные, то есть были черные тягловые мужики, которые пахали в поле, их не пускали, даже с черного хода не пускали. Они приходили к барскому дому, снимали шапки и ждали, когда барин выйдет. А были белые крепостные, которые жили в доме. И даже в бедном доме, в богатом, скромном доме, было до 30 таких приживальщиков. Причем они были из поколения в поколение уже, так они самовоспроизводящиеся. Они несли в себе, будучи крепостными, определенный генофонд своих бар. Ну, логично, да, естественно. Да. После 1861 года, они оказались выброшенными на улицу. Вот. И это было мощное вливание в города. Они стали полуобразованными люмпинами. Естественно, частично они пошли в криминал, частично они пошли в революцию. Вот. Вспомним классический пример, ведь гениальный Достоевский, он же, так сказать, все эти тенденции русской жизни схватывал, да, Смердяков. Смердяков — это Федор Павлович с одной стороны, барин, с другой стороны бомжиха смердящая Елизавета. Вот. Ну, как бы контрастно, очень остро, там не все так было остро, но там подросток — та же самая тема. Подросток — это тоже помещик, с одной стороны, с другой стороны крепостная, и главный герой — это вот как бы прообраз, опять-таки, в некотором смысле пародия на Герцена. У Герцена, правда, не крепостная была, а элитная немка, которую подхватил его отец, путешествуя по Европе. Вот. Но неважно, аллюзия понятна, да? Скоромуш некий, там, русский скоромуш, мезальянс. Вот. Этот мезальянс он создал вот такой вот совместно с семинаристами, такой слой образованцев, который, в принципе, стал потребителем демократической широкой культуры. Такой вот, но это был новый народ. Это был новый народ, это была перезагрузка. Вот. Потом, значит, эмансипация евреев из черты оседлости. Это новая перезагрузка, это новый этнический удар по структурам, да, потому что, во-первых, после 17 года евреи оказались привилегированным классом. Вот. Они женились на поповных и дворянских девушках, которые, так сказать, были в этом плане, ну, считалось, я просто знаю эту историю по рассказам своих там, бабушек, дедушек, что было после революции, что называется, модно выходить замуж за евреев, да, потому что они, в общем, занимали какие-то высокие посты, это периодически. Новый правящий класс. Да, в какой-то период вот. Это было. И особенно мощно это происходило в годы Второй мировой войны, когда, по словам поэта Слуцкого, большинство евреев было в тылу, на хозяйственных должностях. Вот. И тогда возникло очень много таких как бы новых русских, которые родились вот от одиноких женщин и, допустим, евреев-хозяйственников. Это совершенно новый тип русского человека в мегаполисе, который имеет другой менталитет,
но при этом не соответствующие своей матрице. Потому что многие из них не знают о своих генах, о своем происхождении. Многие из них считают, что они родились там, допустим, от отца фронтовика погибшего. Мать-то им не рассказывала, как все было. И очень много вот сегодня мы видим среди русских националистов людей с явными еврейскими чертами, но при этом это люди, которые совершенно четко убеждены в своем арийском происхождении, в приоритете славянско-арийского комплекса и так далее. То есть получается, что народ все-таки формируется какой-то, и человек формируется по принципу самоидентификации. Если он считает себя русским, то независимо от того, кто у него там в крови, татарин, еврей или, допустим, угрофин, он внутри себя считает